На этой фотографии свидетели рождения песни «Гузель Кырым» и ее первые слушатели. Фотография была сделана в 1968 году в Крыму. На ней фотокорреспондент, член Союза журналистов Шукри Османов с супругой Майей Аметовой и 8-летней дочерью Заремой, а также еще несколько крымско-татарских семей, приехавших отдыхать в Крым впервые после депортации. Hepimiz bir samolyotda keldik. Endi to'plashdik, hepimiz ketdik dengizga. Keldik, Aluştada to'xtadik. Возвращаясь из Алушты, Шукри Османов с друзьями и супругой услышал разговор, который очень впечатлил и вдохновил его на написание песни «Гузель Кырым». На автостанции, и они увидели мужчину, там семья была, мужчина сказал, что она, ехали на троллейбусе, и этот мужчина сказал, она бзневмас. И вот вы знаете, после того, как вот он услышал эти разговоры, у него вот все внутри, наверное, перевернулось или что, навеяло вот этой ностальгии. И то, что он в Крыму находится, он настолько был тронут вот именно вот этим моментом. Үйге келдік, енді кене отыршамыз. Айтам да, Ақайым бек музыкальный, бек жемаат sevген адам еді. Соны енді етті, Ақайым айтты, Фатма апти деді. Başlarda bir şeyler pilikat etti. Birinci sözler çıktı. Baksanız dedi, burada ne Türk'ü netmeykim, geliştirmeykim dedi. Sonra endi mağa aytdı, Maya sen yırla dedi, şahit dedim. Ben başladım birinci küpe Aluştadan esken yelçik yüzüme vurdu. Sonra endi дальше кетті Ақайым. В тот вечер в 1968 году безмерная тоска крымских татар по родине вылилась в 3 куплета песни «Гузель Кырым». Всем присутствующим тогда настолько понравилась песня, что ее пели все вместе со слезами на глазах. Так автором стал Шукри Османов, соавтором Фатиме Халилова, а Майя Аметова стала первой камерной исполнительницей песни «Гузель Кырым». Aluştadan esken yelçik yüzüme vurdu. Balalığım keçken evge gözlerime düştü. Men bu evde yaşalamadım, yaşlığında kul alamadım. Nasıl dülber vatanımsın sen güzel Kırım. Пробыв в Крыму месяц, семья Шукри Османова вернулась в Наманган. Новая песня быстро стала популярной среди крымских татар. Она звучала на каждой свадьбе, встрече, стала любимой среди музыкантов. Но про свое авторство Шукри Османов молчал, ведь «Гузель Кырым» вскоре вошла в разряд запрещенных. Он понимал, что это она политическая, то есть это ностальгия о родине, да? Песня о тоске по родине, и она почему-то воспринималась властями как политическая песня. И понятно, что он, работая в редакции, он понимал, что оно будет наказуемо, естественно, поэтому не говорил о том, что он автор этой песни. В Узбекистане Шукри Османов был известным фотокорреспондентом. Кроме того, написал немало стихов. Вернувшись на родину в 1990 году, Османов неоднократно пытался заявить о своем авторстве песни «Гузель Кырым». Но каждый раз ему говорили, что песня народная, а некоторые поэты и музыканты и вовсе приписывали авторство себе. Бек çok kişi men çıkardım deyip çıkar. Ақайым бек tesirlenip, bek жылап, bek өкінеді. Türkülerini herkes başkaca ayta. Ма бақса söyle, даже мақамы да başkaca. Стучался во все двери, и каждый раз, когда приходил, у него, конечно, он с таким чувством, с такой подавленностью приходил, что ничего не может он сделать. И вот я помню тот момент, когда мы знаем, что он должен был встретиться с одним человеком и должен был рассказать вот о песне. И, естественно, мы ждали его, какой ответ. И когда он открывает эту калитку, и мы у него спрашиваем: ну что, пап? И он вот так, знаете, он вот так зашел и говорит: это было так трогательно, потому что это вот, как, знаете, у него была последняя надежда, что вот в этот раз он точно убедит, и у него все получится. А у него не получилось, и у него, вы знаете, просто руки опустились.
Шукри Османова не стала в 2001 году в возрасте 72 лет. Каждый раз, слушая песню «Гузель Хырым», его семья вспоминает боль и разочарование в глазах отца и стремится как можно большему кругу людей рассказать историю создания песни. Каждый раз, вот я даже сейчас не могу, очень не очень совладаю собой. Вообще сама тема очень больная не только для меня, это больная тема нашей семьи. Мы очень переживаем за вот эту песню, за историю этой песни. Мы очень хотим, чтобы действительно люди поверили нам, поверили в то, что это действительно мой папа написал. И вот Фатма Халилова. Более куат çıksa da bu bir результаты bu böyle lafların barıp oğa mezarlıkka aytır edim. Что все равно добились деп.